Слышите? Птицы по-весеннему уже поют. Но это вроде как синицы, которые зимуют у нас. А может, уже перелетные прилетели. Я просто с ума схожу от этого. Мне нравится просто пение птиц в тайге. Лес просыпается, ребята. Птицы поют. По утрам такуют косачи, где они есть. Сегодня вот тоже слышал. Сейчас в ту сторону и поедем. В ту сторону. Может, где-то увидим их. Хорошечно, ребята. А, точно. Давайте я маршрут поменяю. И проверю я одно болотце еще небольшое. Точно, там я проеду. Тыры-пыры по солнцу. Это болото проверим. И еще, может, на большое болото съездим. Так, точно. Может, там они? По пути нам. По пути. Тулан ждет. Ждет туланчик. Так, ничего не мешает. Все здорово. Пусть поработает двигатель. Ну вот, ребят, поход заканчиваем. Да. Сейчас еще покажу, в каком состоянии, в каком порядке я оставляю избушку. В общем, как обычно, все чисто, порядок. Было очень хорошо, тепло. Отдохнул с комфортом. Просто душой отдохнул. Изба в тайге в одиночестве просто расслабляет. Расслабляешь, очень круто. Без напарника, без ничего. В одиночестве, в тишине, когда лежишь. Да и сегодня я спал, как убитый. В общем, все. Пока. До новых встреч, изба. Спасибо тебе большое за тепло. При открытом дверь, как всегда, я всегда при открытом оставляю, не закрываю. Пускай мыши бегают, пускай избушка проветривается. Вот, этот бардак пока так оставим, вот здесь. Это весной еще уберу граблями. И что еще? Тулан сейчас побежит за мной, я его брать сейчас пока не буду. Поедем на первую избу. Возможно, туда. Если там перейти не сможем, будем искать другой вариант. Вот. Все, пока, изба. Давайте, ждите новые серии с ремонтом крыши. Все четко получилось. Все получилось, как я хотел. Просто идеально. Для меня это все идеально. Все четко, ровно. Еще немножко, может, буду подправлять уже весной, как приедем на лодке. А пока все это здесь так оставляем. Эти доски, может, снег растает, свалится. Пускай. Порядок уже приведем в другой раз. Все, я поехал. Будем искать косачей. Может, где-то еще найдем. Хочется для вас вот именно какой-то топ показать по пути. А, Тулан, ну все, садись. Не хочет. Все, поехали. Баню не посмотрел. Вроде все целое.
Все целое. Печка стоит, блин, этот опять выдавило. Вот смотрите, ой-ой-ой. Прям сантиметров 15 земля выдавила. Что происходит? Что за грунт тут непонятный? Вообще ужасный грунт. Так, ладно. Вроде ничего не забыл. Что-то хромает там. Лох, тула. Все. Возьму-ка я его, ребят. Что-то хромает у него лапы, что ли? С лапами. Снег помягче будет сейчас. Я его отпущу, а сейчас пару километров хотя бы. Пусть бежит этот, в санях сидит. До ручья по старой буранице поеду. А от ручья уже по солнцу будем гонять. Первая остановка. План. Никто не взлетел. Непонятно, как-то болото идет. Так. Я один год где-то вот тут, наверное, вот тут где-то, наверное, клюкву очень много собирал. С избушки, как сказать, ходил сюда, здесь собирал, потом клюкву выносил на речку по просеке, там оставлял. Потом уже, когда спускался на лодке, я брал. Ну, занимался сбором клюквы, очень много там ягоды собрал. Здесь, между прочим, тоже уже влажно становится. Тулана пока не отпущу. Поеду вон до конца болота. Там уже буду ехать как бы по солнцу. И там, ребят, я его отпущу. По тайге буду ездить. В этой стороне где-то сегодня с утра я слышал такого. Или на дереве, или где-то шалашей нету, ничего. Или вон в этом углу, наверное, вот, наверное, это болото еще туда пойдет. Надо проверить. Здесь, оказывается, очень много еще. Очень много интересных мест. Сейчас вот на мотособаке везде можно проехать, присмотреться, где как.
Это считай, если от избы целый день пройтись по этому болоту, это целый день у меня уйдет. На охоте, скажем, вот, с собакой. Глухарей искать. Пипец. Такое расстояние. Сейчас тураму нам. Что-то у него или левая, или правая лапа у него что-то. Но сейчас вот этот снег, пока мерзлый, он как наждачка. Сейчас немножко оттает, и я его отпущу. Просто об этот настон на лапу ранит. Ладно, сейчас немножко подостынет двигатель. И поедем вон туда. Вон туда поедем. Так, ну все. Все нормально. Ледяной стал. Поедем. Лучше почаще останавливаться. Пусть остынет. Коля. Потихоньку, понемножку буду снимать для вас. Петушок, чибись! Вон летает. О. Чибись летает, петушок! Сюда лезть не стану. Здесь видно самое сырое место. Низина. Я поеду вон туда. Ни перьев, ни какашек у косачей нету. Тут только точно нету. Если только такуют на деревьях. В общем, облом. Я ничего вам не могу показать. Посередине почти проехал. Вон оттуда еду. Ладно, сейчас туда заедем. Там, наверное, ручей пойдет. Полным ходом из болота ручей идет. Мне надо перейти на левый берег. Вот тут идет. Здесь. Так, тулана отпускаю. Здесь я буду медленно ехать по густому лесу. До вырубки поедем. Вперед. До вырубки поедем. Снег пока держит, хорошо ездить. Вообще здорово. Эти места мне надо было тоже посмотреть. Увидел. Сейчас дальше едем. Так. Примерно по солнцу и поеду.
Вот так как я еду на двулыжных снегоходах, ни в жизни не проедете. Да и бурану будет тяжело маневрировать по таким местам. Так что вот, для нас-то эта техника самая хорошая. Любая мотособака. Густой лес там. Короче, я так буду дальше ехать и буду направляться. По пути нам попадет таежная избушка, вроде как недалеко уже. Если по пути будет, я еще туда заеду. Давно там не был, в этой избушке. И посмотрим, в каком она состоянии. А сейчас я так буду однотонно возле вырубки ехать. Так, я где-то примерно, помнится, должна быть уже изба. Сейчас налево я еще поеду.
где-то здесь. Потому что подъем... А, вон, я проскочил уже. Вон изба. Я проскочил избу. Я и смотрю, должен быть где-то здесь. Вот избушка. Чолом здорово, Карка. Давно тут я не был. Кто-то на лыжах приходил. Лыжня есть. Там баня. Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим. Начнем сперва с бани. Где-то колодец еще должен быть. Помнится. Баня такая вот. Без окон. Окна нету. И двери, наверное, тоже. О, что-то здесь вообще уже все. Ни окон, ни дверей. Я понял. Медведей нету. А если сейчас выскочит медведь, ну, мне сердце сразу, наверное, лопнет. Там круг от пилорамы еще. Видно, здесь хранят птиц, добытых вместо амбара. Ну, вот видите, время берет свое. Уже нижние венцы уже до земли дошли. Крыша, в принципе, еще целая. Даже не течет вроде как. Все топором рубили. Эти плахи, как бы древесина прямослойная и клином топором. Вот. Не пилой, ничего. А вот именно клином это делается. Напополам, на 4 части вот так. Грубо, ну, как сказать. Ну, клином рубят. Вот, например, вот так это все делается. Ну, это, считай, старенькая баня. Так. Потому что на мох поднимали. Дверь, наверное, там тоже была раньше. Но здесь отец, сын, как бы семья охотилась. Отец умер, там уже пожилой был. А сын сейчас что-то редко я вижу в лесу. Вот такие дела. Там у них братья еще несколько. Не знаю, может восстановят все это. Будут дальше. Но печи я и не увидел, наверное, не было там. Или разобрали, куда-то убрали. Хрен пойми. Давайте теперь сходим на избу, посмотрим. У меня вот лет 3, наверное, уже не заходил сюда, может дольше. 3 года точно нет. И вот все время я забываю, в какую сторону дверь смотрит. Тут тоже, вот смотрите, какие плахи. Все сделано топором. Вот. Чтобы возить. Во-первых, эта изба очень далеко от, как сказать, от реки. В то время только пилу брали на плечо и бензопилой и топором все это делалось. В рюкзаке еще еду с собой брали. Тут, смотрю, очень много еще дров. Крыша в таком вот состоянии. Здесь уже как бы начало гнить. Ну, вдруг хозяин посмотрит. Здесь самое главное прошелся. Может, сам приходил. Вокруг избы прошелся. Там окно. Нижние венцы тоже, я смотрю, гниет. Трак я вижу. Вот второй. Кострище здесь. Там ясно большими буквами написано: яма для мусора. Чё вам здорово, карка. Ну тут капканы.
А это что за... О, интересный, смотри, какой капкан. Такое я и не видел еще. Цена даже есть. Или нет? Это номер, просто номер. Это промысловый капкан какой-то интересный. Не, ребят, я этот с такой пружиной первый раз вижу. Интересно, интересно. Много капканов через мои руки прошли, но таких не было. Таких не было. Ну, это второй номер. Самый ходовой. На выдру можно, там только зубья надо поставить. На куницу тоже. В принципе, хороший капкан. Второй номер, это второй номер. Так, ну вот. Ну, тут потолок вот таких из таких бревен. Крыша тоже самодельная, как видите. Не привозные доски из пилорам или еще откуда. Вместо рубероида вижу береста по старинке. Вон там тоже. Береста не старая, я думаю, даже и может в прошлом, позапрошлом году здесь хозяева были, а может нет. Ну вот видите, в каком состоянии уже избушка. Избушка в критическом состоянии становится. Печка, вон труба. Вот, видите. Так, давайте зайдем еще внутрь. И я вспомню, как там тут. Челом здорово. Нары большие. Шкуры тут. Ну, что сказать. Окно 2 штуки. И избушка не так светло. Тут получается вот такая печка. Вот обложена кирпичами, железная печка. Я вам показывал эту избушку, но думаю, многие уже забыли, многие не помнят. Будет что вспомнить. Здесь небольшой такой столик, икона, кружки, ложки, чайник. Чайник, котелок тоже есть, но это в каждой избе у нас. Тут, я не знаю, просто подушка, наверное. Да, конечно, вот. О, там протекает, ребят. Все уже в плесени течет изба. Хана избе скоро будет. Так что сейчас вот снимаю для истории, пускай останется. А в дальнейшем эта изба просто обречена. Если не восстановят, не знаю, что дальше будет. Комбайн. Я буду собрать. Самодельный комбайн вот такой. Таким комбайном собирают. Из алюминия. Проволока вот такая. И бруснику собирать. Вот и все. Все показал. Все показал. А мы дальше поедем. Избушка старенькая. Надо все равно избу поддерживать. Если не поддерживать, он просто очень-очень быстро гниет. Если начнет, то уже не остановить. Солярка там немножко. Вот. Все закрою, как было, так все оставим. Я еще фотографии, несколько фотографий сделаю. Кому интересно фотографии посмотреть, я выкладываю в телеграм-канал, в Одноклассники и в группу ВКонтакте. Группа ВКонтакте там, если что, пишите, я ссылку дам. Подписывайтесь, смотрите там видеоролики и фотографии, все это дело там я буду выкладывать. Одно, скажем, я вот видео снимаю и еще дополнительно фотографии. Можно посмотреть. Ну, в общем, вот такая изба охотничья. Промысловая, это промысловая избушка. Здесь охотились. Добывали куниц, белок очень много. Также дичь. Заядлые рыбаки, охотники были на... Поверьте, очень-очень много изб так. Просто забрасывают. Интерес у человека пропадает. Пропадает азарт, пропадает
Ну, связано с здоровьем, человек перестает ходить в тайгу. И все это превращается в труху. Все былое превращается. Что там ищет Тулан? Копает. Здесь такой косогор. Вот так. А мы дальше поедем, пока наст хороший. Сейчас поеду по дороге и по новой дороге поедем. И поедем опять по лесу. Что? Продолжайте смотреть. Что-то там учуял, копает. Локтулан мунам. Клан. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром. Опа. Так. Еще пошире чуть-чуть оставлю дверь, потому что, блин, пусть проветривается. Пусть проветривается. Все хорошо. Так. Вот так вот. Тула, пошли мы нам. Лак.